Национальному художественному музею Республики Саха-Якутия без малого вот уже почти 100 лет, и за это время у главного художественного музея республики появилось немало ценных и интересных экспонатов. Об удивительных фактах, некоторых из них, мы сегодня с вами поговорим более подробно. В живописи за Петром Петровичем Романовым прочно утвердилось лидерство в создании самой первой в искусстве Якутии жанровой картины – колхозный эсэх. Поводом для написания данной работы послужили впечатления художника от проводимого праздника в Усть-Алданском районе в 1937 году. На этот праздник были приглашены многие знатные люди республики. В картине художник изобразил колхозников, военных, представителей творческой интеллигенции. Во всенародном празднике нет ни сословного различия его участников, ни религиозных обрядов. Но такое содержание праздник обрел лишь в условиях социализма. Как известно, сразу после Октябрьской революции эсэх был запрещен, ввиду того, что это сугубо народный праздник с религиозным уклоном. Однако впервые спустя 20 лет после Октябрьской революции в Якутии эсэх разрешили провести. При этом праздник перекрасили в красный цвет революции. Решено было провести праздник в связи с 15-летием создания Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В центре полотна изображена конкретная историческая личность спортсмен Босиков. В тот год он установил рекорд по национальным играм прыжкам в длину. В левой части холста мы также можем увидеть портреты народных писателей Якутии Николая Мардинова и Владимира Новикова. Здесь же, чуть поодаль, у самого края холста, писатель изобразил собственный автопортрет. При этом также изначально по замыслу художника должен был быть на полотне изображен Платон Алексеевич Аюнский, основоположник советской якутской литературы, поэт, драматург, видный общественный и государственный деятель. Однако уже на тот момент времени писатель был инкриминирован, ему было выдвинуто обвинение, и в связи с этим не случайно, символически, сверху над ним художник изобразил сотрудника НКВД, а сам портрет писателя был переписан. В сущности, это групповой портрет интеллигенции того времени, что придает картине историко-документальный характер. В полотне художник попытался показать новый быт и совершенно новые типы людей советской Якутии на фоне традиционного праздника. В лицах участников праздника художнику удалось передать характерные для 30-х годов настроение общей приподнятости, занимая видное место в истории изобразительного искусства Якутии как первый опыт создания многофигурной сюжетно-тематической картины на современную тему. Первым из якутских художников Петр Петрович Романов обращается к теме, подчеркнутой из народного эпического творчества. Его картина «Витязь невесты» — это первая работа в изобразительном искусстве Якутии, посвященная теме Аланхо. В настоящий момент картина «Витязь невесты» является настоящей эмблемой якутского изобразительного искусства. Из множества сюжетных перипетий и образов якутского народного эпоса художник выбирает главные – образы богатыря и его невесты. Ведущая роль в этом дуэте в полном соответствии с эпическими представлениями принадлежит Витязю. Его художник выдвигает на передний план и располагает ближе к оптическому центру холста. Образ невесты имеет второстепенное значение и призван нежностью, хрупкостью, смятением чувств подчеркнуть спокойствие и решимость ее избранника, внести в картину лирическую ноту. Все основные средства картины и предметно-сюжетное содержание, и композиционные приемы направлены на раскрытие основного художественного замысла – создать образ богатыря, защитника народа. Человеческие скелеты и скелет лошади, тактично введенные в передний план, свидетельствуют о смутных временах. Это подчеркивается и сюжетной ситуацией. Вздыбился раненый стрелой конь невесты, в лице ее читается смятение и испуг. Примечательно, что событие эпическое и легендарное художник переводит в пласт реального, настоящего. Его герои — это земные люди, они не наделены сверхсилой, в них узнаются настоящие люди того времени. Примечательно, что персонажи, их одежда, в которой они облачены и представлены на картине, это настоящая одежда народа Саха XVIII века.
Также выделяется конское убранство, кычим, чепрак, седла. Их художник любовно выписал. При этом важно отметить и также ювелирные украшения в одежде девушки. Немногие знают, но помимо того, что эти ювелирные украшения предназначены для того, чтобы продемонстрировать красоту и богатство семьи девушки, они также служили и оберегом, защищая девушку от злых духов и темных сил. Также привлекает внимание и пейзажный фон, красота природы, ее очертания. Во всем этом угадывается природа близкой и родной нам Якутии. А подобная трактовка образов главных эпических героев, она не случайна и связана с особенностями художественного восприятия мира живописцами начального этапа развития изобразительного искусства, связана с их тягой к документальности, к простоте и доступности художественного языка, к прямому непосредственному отражению жизни. У истоков зарождения скульптуры в Якутии стоял Прокопий Иванович Добрынин. Скульптор родился в 1909 году в городе Якутске. Образование он получил во Всероссийской академии художеств в Ленинграде. Получив образование, он остался жить и работать в Москве. Тем не менее, он на всю жизнь связал свою творческую судьбу с сюжетами и образами родной Якутии. Скульптор виртуозно работал с разными материалами. Сюжетные композиции из мрамора, бронзы, керамики буквально оживали в его руках. Интересна скульптурная работа Прокопия Ивановича, выполненная из мрамора «Якут-охотник». Она подкупает зрителей большой искренностью и непосредственностью. В ней мастером создан образ скромного труженика якутской тайги. Скульптура интересно решена по композиции, выразительно по пластическому языку. Первый вариант этой скульптурной работы был создан автором в 1940 году. И изначально эта работа имела достаточно большой успех на выставке молодых художников РСФСР. Чуть позднее, уже послевоенные годы, скульптор создал второй вариант Якута-охотника. Именно это произведение и находится в собрании Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Вес произведения 800 кг, высота 150 см, ширина 50 см и длина 65 см. Поэтому статус именно самого весомого произведения принадлежит именно этой работе. Художники Якутии в своих творческих исканиях зачастую обращаются к народному героическому эпосу Аланхо. Аланхо – главный эпический жанр якутского фольклора, состоящий из сказаний, поэм, и посвящены они подвигам древних богатырей. Аланхо по своему размеру обычно могут быть от 6 до 10 тысяч стихотворных строк, но иногда бывают и произведения, которые по своему размеру превышают и 20 тысяч строк. В 2005 году организация ЮНЕСКО признала якутский героический эпос Аланхо памятником нематериального культурного наследия. Художник Тимофей Степанов в изобразительное искусство Якутии вошел своеобразными темами: шаманизм, история прошлое и современное, народные предания, фольклор. Осмысленным итогом многолетнего плодотворного творчества художника стала серия «Якутский героический эпос Аланхо», состоящая из 30 крупноформатных произведений. Образы из картин не являются иллюстрациями какого-либо конкретного литературного текста или же фрагмента Аланхо. Автор обращается к ключевым моментам эпоса, образом трех миров, мировому древу, главным героям, богатырям и женщинам-хранительницам очага, являющимся воплощением красоты и добра. Картина «Средний мир» СФ является самой многофигурной композицией в собрании музея. В цветущей панораме благословленной Срединной земли изобильно и свободно течет древний кумысный праздник якутов в честь добрых божеств. Торжествует красота и гармония. В центре композиции перед зрителем предстают главные герои героического эпоса. На переднем плане пред нами также предстают и наполненные кумысом резные кубки чуроны. При этом также угадываются фигуры, например, хомусисток, девушек, которые играют на интересном инструменте в органе в левой части композиции.
При этом мы можем также увидеть и национальные игры, состязания. Таким образом, в картине насчитывается чуть больше 130 фигур. И для каждого персонажа, участника этой картины, художник подобрал характерную позу, жест, телодвижение, что по праву делает эту работу уникальной и одной из самых интереснейших собраний Национального художественного музея. Самой новой картиной в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Саха-Якутия является картина «Хозяйка Аласа», написанная потомственным художником-живописцем Иннокентием Иннокентьевичем Корякиным. В декабре 2020 года в стенах музея состоялась третья персональная выставка художника. На торжественном открытии выставки художник подарил музею несколько своих картин. Одна из интереснейших работ художника – «Хозяйка Аласа». В этом произведении художник постарался передать ностальгию по детству. Это и свежее зеленое пространство травы, запах дымокура и, конечно же, запах свежего масла. И на первый взгляд может показаться, что главной героиней работы является эта совершенно очаровательная, маленькая, лучезарная девочка в изумительном желтом платье. Но на самом деле это не так. Эта работа своего рода ода породе якутской коровы. Как мы знаем, в годы советской власти эта порода была вытеснена, в частности, холмогорской коровой, так как считалось, что у нее больше молока и мяса. Тем не менее, якутская корова была полезнее и качественной, а ее характерными особенностями считался меньший размер, тонкие рога, как у коз, и более интересная пятнистая расцветка. Творчество Иннокентия Иннокентьевича Корякина посвящено добрым, радостным и светлым моментам нашей жизни. И именно поэтому главные герои его картин зачастую кажутся нам немножко сказочными и волшебными. Яркой страницей в истории музейного дела республики является безвозмездная передача в 1960 году более 250 произведений западноевропейского искусства XVI-XIX веков из семейного собрания ученого, доктора экономических наук Михаила Федоровича Габышева. Один из ценных разделов коллекции западноевропейского искусства – венецианская живопись. Картина «Святая Цицилия» в собрании Михаила Федоровича Габышева изначально приписывалась Доминикино. Впоследствии удалось установить, что это работа кисти Николы Риньери, фламандца по происхождению, и она относится к позднему этапу его творчества. Работа написана в промежутке между 1650 и 1660 годом и как раз-таки соотносится с творчеством художника, когда он тяготел к академизму. Картина «Святая Цицилия» по праву считается самой ценной в собрании Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Святая Цицилия – святая римская дева-мученица III века. В католической церкви святая Цицилия является покровительницей церковной музыки. Она изображается как мученица с мечом и розой, рядом с клавишным инструментом или же скрипкой. Святая Цицилия родилась в благородной римской семье и еще в юности постигла христианскую духовную премудрость. Поэтому смыслом ее жизни стало служение неимущим и желание остаться в чистоте и целомудрии до смерти. Пришло время, и родители решили выдать дочь замуж за знатного язычника Валериана. Девушка не стала перечить родителям и только молилась о помощи Божьей. И ей не только удалось отговорить жениха от супружеской телесной жизни, но и привести его в христианство. Правитель Рима Амах решил воспрепятствовать деятельности молодых христиан, вызвал их на допрос и приказал принести жертвы языческим богам, на что получил отрицательный ответ. Цицилия и ее супруг не пожелали отказаться от учения христианской веры, за что и были казнены. Христиане похоронили тело святой Цицилии в римских катакомбах и долгое время молились перед ними. В правой части композиции мы видим непосредственно саму святую Цицилию. Ее взгляд устремлен в небесные сферы, а рядом же с ней мы видим ангела, посланника Божьего.
Ярко-синяя накидка на золотисто-коричневом тоне платья, ритмы цветовых оттенков в складках пышных рукавов создают впечатление гармонии и красоты. Доподлинно известно, что в городском музее Падуи находится слабое повторение данной композиции, выполненное дочерью Никколо Риньери, а также в художественном музее Воронежа можно увидеть копию XIX века. В собрании Национального художественного музея Республики Саха-Якутия находится подлинная работа, выполненная Никколо Риньери, которая по праву является жемчужиной коллекции западноевропейского искусства.